Это действительно историческое событие. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, ужесточение какого закона может спасти жизни. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Депутаты Маджлиси Намаяндагон Нижней палаты парламента Таджикистана одобрили поправки в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, согласно которым ужесточается наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Отныне педофилам в Таджикистане грозит до 25 лет лишения свободы. Ранее за сексуальное насилие над детьми и несовершеннолетними было предусмотрено тюремное заключение сроком от 7 до 20 лет. Депутаты Нижней палаты парламента от комментариев на эту тему отказались. Юрист Дилшот Джураев 23 июня, комментируя новые поправки в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, сказал, что осужденные за сексуальное насилие над детьми и несовершеннолетними лишаются пожизненного права работать во всех организациях и учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей. После отбывания тюремного срока им, в частности, запрещено работать педагогами, а также в таких сферах, как медицинское обеспечение несовершеннолетних, социальная защита детей, детский спорт, детское искусство, добавил юрист. Как вы думаете, это справедливо? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Требования ужесточить наказание за сексуальное насилие, в том числе в отношении детей, звучали в Таджикистане уже давно. Последний раз гражданские активисты заявили о необходимости ужесточения наказания насильникам и педофилам после убийства 8-летней Руфейды Инаятовой. Зверское убийство Руфейды произошло 4 июля 2021 года в поселке Новобод, района Рудаки. На следующий день правоохранительные органы нашли расчлененное тело девочки. Преступление совершил 30-летний Рахматулла Гадоев, который в октябре был приговорен к пожизненному заключению. Гражданские активисты после убийства Руфейды составили текст обращения на имя Рустама Имамали, председателя Маджлиси Милли Верхней палаты парламента, в котором насилие над детьми назвали глобальной проблемой. Они потребовали от властей ужесточить наказание для насильников. Депутаты Маджлиси Намаяндагон в своих выступлениях отмечали, что поправки в Уголовный кодекс Республики Таджикистан призваны предотвратить сексуальное насилие над несовершеннолетними. Однако эксперты считают, что усиление карательных мер не решает проблему насилия над детьми. Жестокое наказание, как правило, не останавливает насильника, и он после отбывания наказания продолжает свои преступные действия, говорит психолог Наимджон Абдурашидов. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу с педофилами в исправительных учреждениях и сформировать у них лучшие человеческие качества, чтобы они осознали, что у них тоже есть мать и сестры. Такую работу нужно проводить и среди местного населения. В Таджикистане, по словам правозащитников, также не налажена разъяснительная работа, чтобы население не боялось раскрытия случаев сексуального насилия, с которым сталкиваются их дети. Гулчихра Рахмонова, руководитель общественного фонда Ташабуси Хукуки, в беседе 22 июня сказала, что в Таджикистане в большинстве случаев сексуальное насилие в отношении детей совершают люди из близкого окружения. То, что родственники или друзья семьи для удовлетворения своих сексуальных потребностей используют силу, вызывает у детей и подростков недовольство. Сейчас единой меры предотвращения сексуального насилия над детьми не существует. Поэтому лучше всего объяснить ребенку, что его тело принадлежит только ему и никому другому. Объяснить, что никто не имеет права заставлять вашего ребенка делать что-то, от чего ему некомфортно. И если кто-то попытается это сделать, ребенок должен рассказать взрослому, которому он доверяет, говорит Гулчихра Рахмонова. По данным Офиса уполномоченного по правам человека в Таджикистане за 2019 и 2021 годы было зафиксировано 45 случаев изнасилования несовершеннолетних. В Таджикистане в целом очень редко раскрываются случаи изнасилования детей. Факты пытаются скрыть сами близкие жертв, отмечают местные эксперты. Как вы относитесь к тому, что люди ради того, чтобы якобы не позорить семью, скрывают такие факты и тем самым не наказывают обидчика? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.